Сегодня здесь говорят на языке безопасности. Учителя, тренеры, общественники – все они наставники, от которых зависит, насколько уверенно молодое поколение будет чувствовать себя в современном мире. Формат – открытый диалог. Эксперты делятся знаниями о законах и современных угрозах. Любая помощь по финансированию терроризма и экстремизма преследуется законом. Самое основное – это 205 статья, террористический акт, вы все знаете. Вот эта 205 статья. Для совершения террористического акта перечислить оно тоже считается как финансирование терроризма. 206 статья – это захват заложников. Тоже для этой цели перечислить в любом количестве, в любом сумме, оно тоже как считается финансированием терроризма. А во второй группе тем временем обсуждают такие понятия, как кибергибридная угроза, технологический терроризм и дипфейк-пропаганда. Главная задача – донести до собравшихся, как правильно говорить с молодежью о возможных опасностях не только на улице, но и в сети. Почему звонят, почему работают с младшим возрастом? Потому что младший возраст быстрее можно убедить. Все мы прекрасно с вами знаем, что у терроризма есть три основных черты. Да? Это манипуляция общественным мнением, это массовые жертвы и запугивание. Вот именно для этого нужно, чтобы ребенок этот несчастный включил конфорку, которая потом в какой-то момент взорвет весь дом, для того, чтобы мы с вами испугались. Проблема в том, что терроризм – это чистый бизнес. В эпоху цифровых технологий угрозы меняются. Наставники должны быть на шаг впереди, чтобы успеть предупредить детей. Руководитель проектов «Оно звезда» Владимир Скрипниченко подробно рассказал о проблемах, связанных с использованием искусственного интеллекта, как злоумышленники могут использовать новые технологии и на что обращать внимание педагогам и родителям. Эти технологии будут использоваться все больше и больше в гибридных войнах, в гибридном влиянии на молодежь. И чтобы понимать, а что мы будем делать с этим дальше, нужно понимать, каким образом это все работает. Вот сегодня как раз на презентации мы рассказывали о том, какие новые глобальные вызовы, касающиеся именно нашей молодежи, будут существовать в течение следующих 5 и 10 лет. Лекция помогла структурировать знания, отмечают собравшиеся. Теперь они лучше понимают, как обсуждать киберугрозы с учениками и их родителями. Такие форумы объясняют, как жить в мире, в согласии. Вот этот форум называется «Ингушетия. Регион безопасности». Я полностью согласен. На сегодняшний день наш регион безопасен благодаря работе, которая ведется против терроризма, экстремизма. Республиканский форум «Ингушетия. Регион безопасности» проводится при поддержке Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия в рамках государственной программы укрепления межнациональных отношений и развития национальной политики. Иногда действие может быть уголовно наказуемо. И наставники должны сами это знать, а потом уже рассказывать молодежи. У нас, в принципе, население в этом, скажем так, не особо осведомлено, и поэтому пытаемся это изменить. Диалог завершен, но работа только начинается. Полученные методики педагоги и тренеры будут применять на практике, а организаторы уже планируют новую встречу. Безопасность детей – общее дело, которое требует постоянного внимания. Амина Зязикова, Мавладгири Ахильгов, Магас 24.